Государственный совет Коми поддерживает решение президента России о проведении частичной мобилизации в стране. Позицию парламентариев озвучил председатель парламента Сергей Усачев. Он отметил, что Владимир Путин принял необходимое для страны решение. Президент Российской Федерации объявил о частичной мобилизации. Это очень непростое, но взвешенное и крайне необходимое для страны решение. В очередной раз Владимир Владимирович Путин взял на себя просто огромнейшую ответственность за судьбу страны и сделал, как мы все считаем, единственно правильный шаг. Государственный совет поддержал, безусловно, это решение президента. И мы понимаем, что нынешняя ситуация, она определяет работу всех органов государственной власти, в том числе и Государственного совета Республики Коми. Решение президента о частичной мобилизации своевременное и правильное, так говорят уже общественники. Указ уже подписан и вступил в силу. В первую очередь мобилизованы будут те, кто служил в армии и находится в запасе, имеет важные для армии военно-технические специальности. Таким образом, Россия в очередной раз объединится против внешних агрессоров для защиты своей территории и своих граждан. Такое мнение высказывают общественники региона. Нужно понимать, что мы живем в историческом моменте, когда наша страна действительно переживает большое количество нападок от недружественных государств. И история все-таки циклична, и история не раз доказывала, что наш народ, наша страна может сплотиться перед внешними угрозами для того, чтобы защищать свою отчизну, своих семей и родных людей. Указ президента, конечно, я скажу, что лично для меня не было никакой неожиданностью. Это вполне логичное решение, и оно назрело. На самом деле о привлечении в первую очередь к участию в боевых действиях на Украине, специальной операции людей, которые профессионально этим занимаются. То есть это военнослужащие, находящиеся в запасе, офицеры, которые уже имеют приличный боевой опыт, и имеют навыки соответствующие. Находимся в таком возрасте, что можем еще быть полезными для нашего государства. То есть, и указ последовал, то есть поступит приказ, лично для меня никаких даже вопросов и сомнений не возникает, ехать или не ехать в зону боевых действий. Мне не нужно объяснять, для чего мы там находимся. Безусловно, частичная мобилизация – это вынужденная мера, потому что совершенно очевидно стало, что необходимо наращивание военной мощи наших группировок на Украине для того, чтобы более успешно вести наступательные операции, минимизировать потери среди наших военнослужащих и как можно быстрее достичь поставленных перед спецоперацией задач. В то же время жители республики положительно оценивают решение о проведении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. Чтобы люди жили хорошо, мирно, тихо, пусть под наше, так сказать, крыло возьмем. Что, нет-то, почему бы нет? Я сказал, давно пора. Как почему? Мы свои, русские. Все жители Коми будут за. Я поддерживаю вполне. Мне кажется, что правильное решение в этом плане. Так что, люди страдали 8 лет, как говорится. Пора бы уже и подумать об этом. Скорее надо защищать, скорее надо иметь возможность их защитить. Там же наши жители, наши русские. И я считаю, что это очень правильное решение. А вот что по поводу референдума говорят в Ровеньках Луганской Народной Республики. Над этим городом наша республика взяла шефство. Референдум о вхождении Донбасса в Луганской Народной Республике, в частности, в Россию, очень важен для нас всех. Мы всегда об этом мечтали, особенно с 2014 года, когда мы поняли, что Украина относится к жителям Донбасса только с агрессией. Поэтому мы всегда хотели быть вместе с Россией. Мы чувствовали себя частью России и чувствуем до сих пор, тем более сейчас, когда Россия
буквально спасает наши жизни. Поэтому, конечно, мы очень рады. И я думаю, что большинство, подавляющее большинство жителей Донбасса с радостью посетит избирательные участки и проголосует за вхождение Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию.